Ну что, друзья, продолжаем встречать утро нового дня. Сегодня уже 27 июля. И вот чуть более недели назад разрешились главные интриги юбилейного 30-го славянского базара в Витебске. Итак, лауреатом первой премии международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» стал наш Константин Мазуркевич. И сегодня Костя вместе со своим преподавателем Марией Аббасовой пришли к нам в студию, чтобы поделиться эмоциями и впечатлениями. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Во-первых, поздравляем вас, принимайте наши искренние поздравления. большое. Мы вот правда за вас очень рады. Мы очень старались, спасибо большое. И мы на самом деле ценим все ваши старания. Ну, я знаю, что вам пришлось состязаться, Косте пришлось состязаться с представителями 15 стран. И жюри в этом году говорили, что на самом деле все участники очень мощно подготовлены. Вот вы уже осознали, наверное, Костя, этот вопрос ты, Костя, уже осознал, то, что победа, ну, вот эта вот премия, она в твоих руках? Или ты еще все пока в эйфории находишься? На самом деле, вот эти вот эмоции, эти радостные эмоции еще до сих пор не утихли, потому что такой масштабный конкурс и получить на нем первое место с первого раза, это очень круто. То есть еще отмечаешь, правильно я понимаю? Ну, да. Ну вот, естественно, я думаю, ты немножко волновался, переживал. Как получилось справиться с волнением, взять себя в руки, сказать: Костя, соберись? На самом деле, мне кажется, тут больше переживаю не я, а мой педагог, потому что... Педагог переживал за двоих, скорее так. Так кто кого успокаивал тогда, получается? Обычно он меня успокаивает. Он ко мне подходит и говорит: Мария Александровна, все будет хорошо, поверьте, я все сделаю. Ну, кстати, по поводу «все сделаю» или не все сделаю, все ли получилось показать на конкурсе? Ну, я думаю, что, конечно, однозначно Костя показал все свои возможности. Это и сказалось на оценке жюри. Я хочу сказать, как педагог, что никогда нет предела совершенству. Всегда нужно идти вперед. И мы, педагоги, любим копаться в мелочах, поэтому мы всегда найдем к чему придраться. Но, в общем и в целом, он, конечно, большой молодец, он справился. Мы все в него верили, поддерживали. И я думаю, что все получилось, и мы достойно представили свою страну на таком масштабном конкурсе. Так и есть, но на самом деле есть парочка вопросов. Смотрите, композиция, с которой выступал, мировой хит, да, Костя, «All by Myself», Селин Дион, это такая, мне кажется, достаточно взрослая композиция. Кто ее выбрал? Признавайтесь честно, взрослые навязали или Костя сам? Костенька, но ты ответишь, да? Мне кажется, что это был какой-то совместный выбор. У нас не было времени для того, чтобы долго думать. Нужен был сильный репертуар, такой, который мог бы действительно быть конкурентоспособным. И это была одна из песен, которая, скажем так, достойного уровня, мировой хит, исполнитель Селин Дион. И, ну, Косте она сразу понравилась. Это, наверное, было совместное решение. Я не могу сказать, что вообще какой-то репертуар для Кости был навязан. Мне кажется, все мы вместе, все вопросы мы решаем вместе, совместно, и по поводу песен тоже. Ну, то есть, Костя, тебя не удивила эта песня? Тебе говорят «Селин Дион», ты такой: а, я знаю, Хорошо. что это такое. Ну да. Ты был уже И с с ней этого знаком? момента это стало моей любимой песней. Вот так Понятно, вот. потому Ты что принесла напеваешь- победу. напеваешь каждый день. По поводу подготовки к конкурсу, я не знаю, Мария, к вам вопрос. Или, Костя, к тебе сложно, не сложно было? Это каждый день какие-то тренировки, репетиции. Когда спать, когда есть и учиться. Да, мне кажется, что достаточно сложно, потому что за короткий период нужно было не только подготовить ребенка, не только выучить новую песню. Нам на это было дано 2,5 месяца, но и очень много организационных вопросов, которые тоже нужно было решать. Но, по-моему, мы справились, и этот процесс, он даже немножко затянул. Вот сейчас я скучаю по этому периоду. Мне хотелось бы это вернуть, хотелось бы еще раз в это окунуться. Я думаю, что Косте тоже понравилось. Костя, я знаю, что ты участвовал в различных других конкурсах, республиканских и международных. Где, может быть, ты отметился лучше всех еще, помимо Витебска? На самом деле было несколько таких конкурсов, которые и мне понравились, и на которых... Я понравилась. Да. И на самом деле таких конкурсов немного, таких как вот «Славянский базар». Да. И, конечно же, хотелось бы еще попасть на... А куда еще хотелось бы попасть? Какая твоя цель и мечта? Ну, конечно же, нет предела совершенству, и надо постоянно трудиться, и
Ну, хотелось бы попасть, наверное, на «Голос» или на детское Евровидение, если получится. Костя, мне кажется, что все впереди. Главное, загадывай, мечтай, и с такой поддержкой, которая у тебя есть, у тебя наверняка все твои мечты сбудутся. Мы тебя еще раз поздравляем. И спасибо за то, что пришло к нам сегодня утром, за то, что все вместе пришли к нам сегодня утром, рассказали о своей подготовке. Мы совсем скоро вернемся в нашу студию, где Костя нам еще споет. Я очень на это рассчитываю, правда ведь? Конечно, обязательно. Доброй раницы, Беларусь. Чую водорі ржи по дорозі по ветрам. Питання розума, я не погаджуся. І заплющу очі, каб слухати як гуки. И непоспешно прочь повернулся. Подяка сердца лаем отчуваю. И жахло очима все то, что я маю. Подяка серця, як вогнище пилає, і у часі темри со мною розмовляє. Бицом кроком журавля мяне кидає в боки, як птушка бідає, лишить свої кроки. І заплющу очі, каб не побачить зря. Але, мабуть, уже нема